Здравствуйте, в эфире новости на телеканале «Осетия», в студии Елена Черенкова и коротко о главном. Глава Северной Осетии поручил создать программу по оздоровлению системы здравоохранения. Отдельно необходимо повысить эффективность работы скорой помощи в районах. Какие еще поручения дал Сергей Миняйлов в сфере медицины? Торжественное шествие, сотни осетинских и российских флагов, а главное – молодежь и старшее поколение, объединенные единым символом – красным галстуком. В Северной Осетии широко отметили столетие пионерии. Когда мы играли, нам было тяжело, но мы все равно через боль, через все эти препятствия мы играли. Золотые медали, за которыми скрывается упорный труд спортсменов. Молодые ребята из Академии футбола «Алания» рассказали нашей съемочной группе, как непросто дается каждая победная игра. Жители Южной Осетии смогут получить гражданство Российской Федерации, не отказываясь от своего. Госдума ратифицировала соглашение об упрощении процедуры. Речь идет о документе о двойном гражданстве, которое в прошлом году подписали Россия и Южная Осетия. Подать заявление сможет любой дееспособный гражданин республики от 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как родители. Согласно документу, лица с двойным гражданством получат право на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают. Эта норма также распространяется на прохождение военной службы. Доступность медпомощи для жителей малых населенных пунктов, льготное лекарственное обеспечение и работа скорой помощи. Развитие системы здравоохранения обсудили в правительстве республики. Совещание провел Сергей Миняйлов. Говоря об оказании первичной медико-санитарной помощи, руководитель республики акцентировал внимание на создании системы с четкой логистикой, распределением возможностей каждой медорганизации и слаженного взаимодействия между ними. По мнению главы, необходимо пересмотреть вопросы проведения диспансеризации взрослых и детей, увеличить охват граждан профилактическими осмотрами, организовать работу медучреждений на основе внедрения и применения высокотехнологичных медицинских технологий. Сергей Миняйлов поручил профильному министерству предоставить программу по оздоровлению системы здравоохранения, а также конкретные предложения по повышению эффективности работы скорой помощи в районах. Важно продолжать работу по обеспечению лекарствами отдаленных районов республики и льготной категории граждан. Сергей Миняйлов провел рабочую встречу с руководством «Газпром Межрегионгаз». Стороны обсудили исполнение поручения президента России Владимира Путина по проведению догазификации населения региона до конца этого года. Все идет по плану. Сегодня по уровню социальной газификации наш регион находится на 5-м месте среди субъектов страны. Юрий Пахомовский поблагодарил руководство республики за проделанную в этом направлении работу. Особо отметил тенденцию к увеличению поступающих от жителей республики заявок на догазификацию. Сергей Миняйлов подчеркнул, что льготным категориям населения республика планирует продолжать оказывать необходимую помощь с подключением от границы участка до кухни потребителя. Сергей Миняйлов наградил победителей и призеров итоговых соревнований, приравненных к финалу 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он проходил в Северокавказском аграрно-технологическом колледже с 9 по 23 апреля. За победу в соревнованиях боролись ребята в двух возрастных категориях – школьники от 14 до 16 и студенты до 22 лет. Они показали мастерство в 5 компетенциях – сетефермерство, инженерия лесопользования и лесовосстановления, выпечка астинских пирогов, кирпичная кладка и плотницкое дело. Победители и призеры получили денежные сертификаты. Глава республики высоко оценил уровень соревнований. Профориентация должна идти со школы. И мы должны создать все условия, чтобы вот наша молодежь со школы шла потом не по тому пути, который мы им обозначили, а по тому пути, по которому они хотят пойти. А для этого надо им дать право выбора.
И поверьте мне, это правильная история. Это взрослые люди со своим мнением, со своими уже взглядами на жизнь, убеждениями. Северостинские парламентарии одобрили федеральную инициативу о льготах при поступлении в колледжи и техникумы. Таким правом предлагают наделить 13 категорий граждан. В их числе дети-сироты, дети-инвалиды и дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Согласились депутаты и с коллегами из Хабаровского края, которые предлагают уравнять права ветеранов боевых действий при получении жилья. По действующему закону они имеют одинаковый статус и обладают правом на бесплатное жилье. Однако воспользоваться им могут в зависимости от даты постановки на жилищный учет. Те, кто наделен таким статусом до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета. Если позже, в порядке общей очереди. Для них не предусмотрены единовременные денежные выплаты и предоставление жилья по договорам социального найма вне очереди. Получила поддержку также инициатива орловских законодателей. Они предлагают региональные программы по капремонту включить в национальный проект «Жилье и городская среда». Это позволит существенно повысить эффективность ее реализации. Сегодня исполняется 100 лет со дня создания пионерского движения. В нашей стране оно имело особое значение и вырастило не одно поколение ребят. Воспитывало в каждом ребенке доброту, честность, ответственность, учило взаимовыручке и трудолюбию. И в наши дни желающих войти в ряды общественной организации очень много. Что же значит быть пионером сегодня? В материале Алины Цгоевой. Им главное, чтобы их голоса слышали и сверстники, и взрослые, а все остальное возьмут на себя. Придут на помощь, научат и покажут, чего стоят добрые дела. Детей с красными галстуками опять можно увидеть на улицах города. Хотя на самом деле они никуда и не уходили. На смену пионерии как таковой пришло российское движение школьников, идеи и принципы которого не изменились. Таким большим количеством уже 5 лет работаем по разным направлениям. Это те же самые пионерские маршруты, на мой взгляд. Это патриотическое воспитание, информационно-медийные направления, личностное развитие, это творчество, спорт. Ну и, соответственно, без этого нельзя гражданская активность. Это развитие навыков добровольчества и чтобы ребята участвовали в социально значимых, общественно полезных проектах. 2500 ребят и больше 5 колонн на площади Ленина. Вместе единое движение. На груди значки, в руках флаги, да и внешне они не отличаются от своих родителей. Атрибуты те же, что и 50 лет назад. А вот от той советской идеологии они взяли самое нужное сегодняшним школьникам. Принимаю участие уже более 2 лет, и это дает мне больше знакомых людей, больше общения. Пытаюсь помочь как-то своей родине, так сказать. Участвую в акциях разных и пытаюсь быть полезен для других. Сегодня их ряды стали еще больше, принимали всех, кто хотел, и это почетное звание они пронесут с честью. Ведь бывших пионеров не бывает, но если для современных школьников красный галстук скорее экзотика, то для тех, кто постарше, это символ, ностальгия. Я пионерка 50-х годов, но всю жизнь с галстуком и с девизом «Будь готов, всегда готов». Всю жизнь подарила детям. Дети – это самое то, которое нужны нашей стране, грамотные граждане нашей страны. Научить их любить. Но пионерская организация, она не политическая, она патриотическая была и должна быть. Социальная ответственность, которую тогда поднимали всей страной, перешла по наследству Кырдыша. Теперь на их плечах смотры строя и песни, походы, фестивали технического творчества, субботники и шефства над пенсионерами. И как не заниматься патриотическим воспитанием молодежи, если она сама тянется к этому? Все эти движения, они очень важны для нашей республики, для нашего города, потому что весь тот патриотизм, все те необходимые, важные, нужные на сегодня составляющие в воспитательном процессе заложены именно в этом движении. Девиз «Всегда готов» как главный символ движения времен СССР. И сейчас помнят все. И пусть пионерии как таковой уже не существует, ее дело продолжает жить. 100 лет организации, 100 лет нравственному воспитанию подростков. Алина Цгоева, Давид Битиев. Новости Осетии. В СОГМА состоялся день карьеры. Выпускники получили возможность напрямую пообщаться с потенциальными работодателями. Также была реализована и образовательная программа, которая направлена на развитие карьерной грамотности. Ключевой площадкой стала серия практикоориентированных мастер-классов. На них студенты поближе познакомились с особенностями найма в рамках Трудового кодекса.
Всего по Российской Федерации более 20 тысяч врачебных вакансий. Но в настоящее время выпускники вузов не хотят выезжать за пределы своих регионов. Поэтому мы, собственно говоря, ограничились только нашими работодателями. Например, вот Моздокский район имеет несколько десятков, даже сот вакансий. У них много лечебно-профилактических учреждений. И сегодня они ребятам предложили всевозможные опции. По нашему опыту это позволяет трудоустроить 40-60 выпускников ежегодно. Уже почти 10 лет поисковое движение России и объединение «Военная археология» занимаются поиском останков участников Великой Отечественной войны. В рамках акции «Дорога домой» добровольцы отправляют их на родину, к семьям, не только на территории страны, но и далеко за ее пределами. Накануне останки 9 бойцов Красной Армии, уроженцев Грузинской АСР, передали родным на границе с Северной Осетией. В церемонии приняла участие делегация республики. Как провожали героев в последний путь, в материале Лидии Цахиловой. Они защищали родину во время Великой Отечественной войны. Останки бойцов Красной Армии захоронят с почестями. На траурном мероприятии делегация от Северной Осетии вместе с представителями поискового движения России и объединения «Военная археология». Общая память между государствами, которые внесли вклад в победу над фашизмом, она для нас свята. И мы очень сильно надеемся, что она свята и для представителей сопредельного государства. Тем более, что тогда не смотрели никто на национальную принадлежность, тогда воевали все вместе. Лейтенанты, сержанты, рядовые. 9 героев, уроженцев Грузинской АССР. Их останки поисковики-добровольцы обнаружили за последние 2 года в разных регионах страны. Ленинградская, Воронежская, Курская, Псковская области, Республики Карелия и Крым. Доставили их в рамках международного проекта «Дорога домой». Несколько лет назад к нам обратились коллеги из Грузии с просьбой собрать и объединить все останки павших героев, уроженцев Грузии, для того, чтобы их передать одновременно вместе здесь на пограничном переходе. И поэтому в течение 2 лет волонтеры, добровольцы собирали останки. Все это было, так скажем, привезено в Москву. И в Москве на военно-мемориальном кладбище Министерства обороны Российской Федерации Пантеоне защитников Отечества несколько дней назад состоялась торжественная передача останков героев уже непосредственно сюда домой. И добровольцы поискового движения России сюда доставили. Если мы сейчас говорим, например, о Грузинской республике, да, для нас это первый такой опыт. Я надеюсь, что он будет очень позитивный. А вообще мы уже несколько лет занимаемся перевозом останков на территории Украины, Белоруссии, Прибалтики, Казахстана. На траурном митинге и ученики школы селения Балта, и ребята из российского движения школьников. Глядя на фотографии героев, понимают, их подвиг бессмертен. Мы должны помнить историю, чтобы потом рассказывать ее нашим детям, чтобы это всегда оставалось в наших сердцах. Здесь находятся останки воинов, уроженцев Грузии, которые мужественно сражались на полях сражений Великой Отечественной, погибли там. Вот. Благодаря раскопкам их нашли и сегодня будут передавать родным и близким, вот, может даже уже правнукам. Это имеет большое значение, очень великое, потому что, во-первых, это международное значение, это первое. Второе, что это идет патриотическое воспитание молодежи. Останки солдат Красной Армии передали на родину родственникам. Для них Великая Отечественная, самая страшная и кровопролитная война, закончилась спустя 77 лет. Лидия Цахилова, Давид Битиев. Новости Осетии. В каком состоянии территории, которые были благоустроены в рамках проекта «Городская среда», накануне проверили единороссы. Представители партии мониторили общественные зоны и дворы, инспектировали территории, которые привели в порядок в предыдущие годы. В целом мониторинг показал, что состояние объектов хорошее. Партийцы также пообщались с жителями и попросили бережно относиться к новым пространствам в городе. Безусловно, всегда можно найти какие-то недоработки, но одной из таких мы бы хотели, чтобы, конечно, в более лучших санитарных условиях содержались наши общественные территории. Но здесь палка о 2 концах, здесь и сами жители должны, безусловно, следить за этой территорией, стараться здесь не сорить. А вторая часть, это, конечно, безусловно, необходимо вовремя косить траву. И тут есть объективная причина, безусловно, после сезон дождей трава растет очень быстро, и в первые 2 дня не успевает зачастую городские службы. Я
думаю, что они, безусловно, наведут порядок в этой части. И хотелось бы, конечно, немножко в части усилить все-таки, чтобы свежий грунт был засыпан в тех палисадниках, которые у нас есть на территории новых объектов. На сцене Театра оперы и балета состоялась премьера оперы «Великая княгиня Мария Ясыня». Ее приурочили к 1000-летию крещения Алании. В концерте участвовали солисты оперной труппы, хор и оркестр Театра оперы и балета филиала Мариинского театра, а также хоровые коллективы детской музыкальной школы номер 1 имени Чайковского. В программе вечера прозвучали вокальные и хоровые произведения, духовная музыка и премьерное исполнение сочинений остинских композиторов, посвященных Марии Ясыне. Автор идеи цикла из летописи Владикавказа, народная артистка России, Северная и Южная Осетии, художественный руководитель Театра оперы и балета филиала Мариинского театра в республике Лариса Гергиева. Значение велико, потому что она дает пример всей своей жизни, всем нам, потомкам, через многие века, как надо жить, как надо верить, как служить, наверное, своему народу, своему окружению, Богу, что нужно делать, помогать бедным, нищим, наверное, отдавать все, свою душу, все, что имеешь, ради того, чтобы потом в памяти потомков остаться, хотя бы частицей того, что оставила она. И хочу сказать, что для меня она собирательница лучших, редких качеств настоящей аланской женщины. Не менее важно воспоминание, осмысление образа Марии Ясыни художественное. И поэтому я с большой радостью откликнулся на идею Ларисы Абисаловны Гергиевой устроить вот такой замечательный музыкально-поэтический вечер, посвященный этой княгине. Художественное осмысление любого образа прошлого делает нам этот образ гораздо ближе, понятней. Потому что, казалось бы, жил человек на рубеже 12-13 веков. Это так далеко. Но образ Марии Ясыни через это художественное осмысление становится ближе и, может быть, во многом важнее для наших современников. Вот теперь этот пример будет гораздо понятнее и яснее. То есть это имя уже будет на устах тех людей, которые посетили это замечательное мероприятие. Концерт из цикла музыкально-исторических вечеров из летописи Владикавказа. Зрители под впечатлением от предыдущих концертов. От сегодняшнего вечера жду, конечно же, новых знаний о нашем городе, о княгине Марии Ясыне и приятных впечатлений. Да, в принципе, дальше продолжаем познавать личности, которые повлияли на историю нашего города. Данные вечера для нас играют очень большую роль, имеют значение, потому что как для жителя, допустим, республики и города, мне интересна архитектура, мне также интересна история, зданий. И то, что собрали на данных вечерах, оно имеет огромное значение для каждого человека. Я думаю, не только культурного, который интересуется культурой, но и людей, которые живут в данном городе. Снова на нашей сцене. Театр из Мордовии спустя десятки лет вновь посетил с гастролями Владикавказ. Для зрителя подготовили 3 спектакля и сказку. Премьерной постановкой в рамках всероссийского культурного проекта «Большие гастроли» стала пьеса «Васса». Зритель спектакль воспринял с восторгом и долгими овациями. Тему продолжит Фатима Дзадзоева. Я же знаю, ты меня любишь, мама! Напомню. Непростые отношения в семье, ложь и ненависть между родными людьми. Передать такие эмоции на сцене особенно сложно. Через игру актеров зритель должен буквально прожить и прочувствовать каждый эпизод. Семья рушится, дело рушится. В общем, развал семейный. И как этот развал собирает ли, разрушает ли главная героиня. Старается, конечно, собрать это Васса, вот главная героиня. Ну, в общем, тема довольно-таки современная, когда действительно есть часто такое дело, все уезжают в Москву, свои родные места забывают. А раз рушится семья, значит, рушатся какие-то устои. Народный артист Мордовии Николай Большаков играет роль Прохора Железного. Он мечтает после смерти брата разделить наследство и уехать жить в Москву. У меня роль одного из разрушителей этой семейной традиции, семьи, так будем в общем говорить.
Я не считаю его подлецом. Он защищает свое дело, свое право, это его личное дело. Десятки лет назад Мордовский театр дважды приезжал в Осетию. Сейчас, как и тогда, их спектакли собирают полный зал и восторженные отзывы зрителей. Среди них все больше школьников и студентов. Благодаря Пушкинской карте у них появилась возможность не пропускать премьеры. Раньше ходила крайне редко, а сейчас желание появилось. Плюс в приложении Госкультура афиша, где написано в каких театрах, что сейчас показывают. Это очень удобно. Прочитала краткое содержание, меня заинтересовала эта история. И сейчас, благодаря спектаклю, желание появилось именно полностью прочитать само произведение. Потому что тема интересная. Контроль над семьей, над детьми. Переросло это в нелюбовь к родителям. Театр из Мордовии представит во Владикавказе 3 спектакля и сказку. Большие гастроли организованы Росконцертом. Они продлятся до 20 мая. Культурную афишу обсудили на пресс-конференции. Васса по пьесе Горького. Это наша афиша. Мы привезли спектакль, который, как мне кажется, будет интересен подрастающему поколению. Спектакль о проблемах, которые существуют в любых школах сегодняшней России, вне зависимости от того, где взаимоотношения детей, учеников и учителей. И легкую комедию, ну, в общем-то, с таким философским уклоном «Дорогая Памела». В свою очередь, Осетинский театр в рамках больших гастролей представил в Саранске 4 спектакля. По словам директора театра Чермена Дудати, несмотря на то, что постановка была на осетинском языке, зритель был в восторге. Министр культуры Эдуард Галазов отметил, что проект интересен и важен для театров. Такой обмен опытом с коллегами и знакомство с новым зрителем приносит свои результаты. Фатима Дзадзоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Сразу 6 спортсменов из Северной Осетии вышли в финал турнира Международной бойцовской лиги Поддубного. Соревнования по нескольким видам единоборств проходят впервые. Среди вольников в 5 финалах из 10 на решающие схватки выйдут представители нашей республики. Азамат Тускаев, Алик Хадарцев, Зорбек Седаков, Давид Баев, Радик Валиев и Артур Найфонов. В соревнованиях среди женщин в финал вышли Амина Танделова и Алина Касабиева. Заключительные схватки пройдут уже завтра. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.